Мерцали звезды, отсчитывая века и тысячелетия. В потоке вечности Вселенной, где мириады звезд и хоровод планет, на самой голубой из них есть одна великая страна — Россия. Источник силы и величия России в ее народах. Талантливы и самобытны все ее народы. У каждого из них особая судьба, история, язык, культура и традиции. И восхищают мир они своим наследием, в котором отразили свой взгляд на мир, на жизнь, добро и красоту. Как удивительно красивы их песни, танцы, музыка, искусные творения дарханов-мастеров. В них вековая мудрость и бессмертная душа народа. В них связь времен и поколений. Наследие своих отцов и праотцов свято берегут в Бурятии. Здесь по-настоящему хранят традиции и созидают новые. На их основе чтят природу, небо, землю, веру предков, дружбу, мир и гостеприимство. По традиции, с шелковым ходаком Бурятия приветствует гостей, созвездие творцов народного искусства. Амар Менде!
Добрый вечер, дорогие друзья, гости Республики Бурятия, уважаемые наши зрители. Мы рады приветствовать вас в самом сердце столицы нашей республики, в зале прославленного Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гамбо Циденжапова. Сегодня здесь, на этой сцене, впервые в нашей республике состоится торжественное открытие отборочного этапа Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов Сибири и Дальнего Востока. Государственный Российский дом народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова в рамках национального проекта «Культура» уже 5-й сезон проводит этот масштабный конкурс-фестиваль. Номинации этого фестиваля «Традиции» и «Культура – это мы» чередуются через год. Поэтому в этом 2023 году, как и в 2019 и 2021 годах, фестиваль проводится в номинации «Традиции». В первом этапе фестиваля конкурса приняли участие 278 коллективов со всех регионов страны. И впервые приняли в нем участие коллективы из новых регионов – Луганской, Донецкой народных республик и Запорожской области. А второй отборочный тур, кроме Улан-Удэ, пройдет в апреле и мае в городе Чебоксары, Петрозаводск, Воронеж и Астрахань, где и будут определены из 60 коллективов 20 победителей, которые получат гранты в размере 2 миллиона рублей. Итак, дорогие друзья, уважаемые гости, завтра, 15 апреля, на сцене покажут свое мастерство 14 творческих коллективов в 4 номинациях. Это оркестры и ансамбли народных инструментов, народно-певческие коллективы, ансамбли народного танца и фольклорные коллективы. Дорогие друзья, наступила пора торжественного открытия отборочного очного этапа Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. И для торжественного открытия и приветствия гостей, участников Всероссийского фестиваля конкурса, на сцену приглашается министр культуры Республики Бурятия Саилма Баиртоевна Дагаева. На сцену приглашается директор Государственного Российского дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Тамара Валентиновна Пуртова. Слово для приветствия предоставляется министру культуры Республики Бурятия Саилме Баиртоевне Дагаевой. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на нашей земле, Бурятии, в культурном центре Российского Востока. Я рада тому, что вы имеете возможность побывать у нас в месте солнца, в месте чистейшей воды, в краю, где голубые озера, тайга зеленая бушует, степи, горы, водопады, в совершеннейшем месте. И это один из уголков России, нашей большой страны. Сегодня мы на видео видели вот эту большую карту, расшитую разными орнаментами из культур разных народов. Вот такие мы, разные, интересные, яркие, и нас объединяет одно – наша большая Родина Россия. Дорогие друзья, уважаемая Тамара Валентиновна, здорово, что фестиваль начинается у нас здесь. И здорово, что мы все с вами собрались, видим друг друга. И вы знаете, за эти 5 лет столько сделано. Мне нравится, что национальный проект «Культура» – это не только строительство ДК, библиотек, музеев, ремонт и так далее, но это еще и внутреннее содержание, это еще и творчество. Это вот вы творческие люди. Приветствую вас, желаю, чтобы этот конкурс прошел легко, удивительно, интересно, чтобы каждый получил свою. Всем желаю удачи.
Слово предоставляется директору Государственного Российского дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова Тамаре Валентиновне Пуртовой. Дорогие участники, дорогие зрители, организаторы этого замечательного события, оно действительно замечательное, потому что национальный проект «Культура» 5-й год идет, и очень много выделено средств президентом и правительством на поддержку культуры. Но, как ни странно, вот такое творческое событие, вот такой фестиваль единственный в этом национальном проекте. И мне кажется, нам всем с вами очень повезло, что мы живем, работаем в это время, в эти годы, и можем вот так действительно оценивать и встречаться на таких прекрасных масштабных фестивалях, событиях, конкурсах. Наверное, неудивительно, что мы делаем отсчет 5-го юбилейного фестиваля, начинаем его в Бурятии. Эта республика будет отмечать скоро 100-летие, и все 100 лет здесь традиционно поддерживают народную культуру. И всегда с самого высокого уровня руководства. Я сегодня с утра, вот прилетевший, уже, наверное, 25 раз слышала, как нам повезло с главой. Вот я очень рада, что вам повезло с главой. Я очень благодарю сегодня главу республики Цыденова Алексея Цамбовича. И благодарю, конечно же, министерство, где все присутствующие здесь, Элмы Баертоевны. Благодарю наших коллег, Центр народного творчества, на чьих плечах, как правило, происходят все вот такие вот события и акции. И уверена, что мы не забудем долго это событие, и участники, которые здесь находятся, тоже получат тот самый заряд и бодрости, и доброты, душевности, гостеприимства, сердечности, которым так славится Республика Бурятия. Родные мои участники, приехавшие из самых отдаленных уголков России, спасибо огромное вам, что в таких сложных условиях вы нашли возможность и приехали сюда. Все-таки билеты очень дороги нынче, и время очень дорого. Спасибо. Я надеюсь, что вы не пожалеете никогда о том, что здесь встретитесь. И, конечно, желаю вам всем творческого успеха, вдохновения. И если не будет самой высокой победы в этот раз, то впереди у нас еще, надеемся, не один год таких конкурсов. Так что всем вам успеха и удачи на сцене, а зрителям незабываемых минут от встречи с прекрасными сокровищами традиционной культуры. Мы благодарим вас, уважаемая Силма Абритуевна и уважаемая Тамара Валентиновна, за теплые слова приветствия. Просим вас занять почетные места в зале. Ну, а мы начинаем нашу концертную программу «Гостеприимная Бурятия». Наша Родина, Республика Бурятия, по праву признана одним из красивейших уголков нашей страны. Это край удивительных природных красот и контрастов. Здесь и сила, и мощь священного Байкала, величественных Саянских гор, необъятных просторов тайги и степей, чистых рек, озер и чудотворных аршанов. Только в родных краях бывает такое: солнце самое яркое, небо самое голубое, вода самая лучистая, самая чистая, и звезды самые лучистые, а песни самые душевные, задорные и звонкие. Прекрасна природа нашей республики, несметны богатства ее недр, но самое главное ее достояние – это народы, проживающие в Бурятии. В нашей республике, которая в мае этого года отметит столетие своего образования, на протяжении нескольких веков в мире и согласии проживают буряты, эвенки, русские и представители еще более 100 национальностей. У всех народов Бурятии уникальные культурные особенности. Это передаваемые из поколения в поколение народные обычаи, обряды, материальная и духовная культура, ценности и традиции. Мы все такие разные, но мы едины. Мы живем в одном общем нашем доме, в Республике Бурятия, на родине наших предков. Мы связаны с ней неразрывно. Здесь источник нашей силы и веры. Здесь наше начало, воспетое в древних сказаниях и легендах.
эвенки, семейские и казаки. Коренной народ суровых северных районов Бурятии, эвенки сберегли и сохранили свое наследие, рожденное в общении с матерью природой. Казались неизведанными, суровыми эти места для первых казаков и служивых. Казаки-первопроходцы, донские и сибирские, с середины 17 века основали здесь первые остроги и поселения и стали охранять восточные рубежи Российской империи. О ратной службе и подвигах во славу Отечества сложили они свои песни, сказания, старины и бывальщины. Камень сделали плодородным, так говорят о семейских старобрядцах Забайкалья, этой яркой ветви русского народа. Появились они в этих местах в середине 18 века. Числом более 5000 человек старобрядцы, обладая поразительным трудолюбием, хозяйственной хваткой, крепкой общинной сплоченностью, уже через некоторое время они заслужили признание лучших земледельцев края. Семейские более всего впечатляют преданностью своей вере и своим традициям. Протяжная многоголосная песня – основное достояние фольклорной культуры семейских. Их гордость – это то, что они сохранили и пронесли сквозь века. И сегодня звучат старинные песни в семейских селах и много среди семейских музыкально одаренных людей. Они сохраняют старинный репертуар, поддерживают песенные традиции родных мест. И продолжит наш концерт муниципальный театр народной музыки и танца «Забава». За широкой за рекой соловеюшка прелестно пел, да уйма. Я дарую жильки было травовою, колокольчик чуть звенит. Колокольчик там чуть звенел, да уйма.
Средневековье территория современной Бурятии была известна как страна Баргуджин-Токум. Здесь жили булагаты, эхириты, баргуты, хори, ханкодары, впоследствии образовавшие бурятский народ. Эта легендарная страна была неотъемлемой частью монгольского мира. Каждый мальчик, родившийся в Баргуджин-Токум, на Аноне и Кюрлене, будет мужественным и отважным, сведущим и сметливым, без наставлений и выучений. А каждая девочка будет доброжелательна, хороша, прекрасна без убранства и будет безмерно искусна. Так сказано в сокровенном сказании монголов. И до сих пор Бурятия – земля с удивительной историей. Кладезью культурных ценностей и сокровенных знаний рождает мудрых, сильных, добрых, богатых душою, красивых и талантливых людей. Наш концерт продолжается.
наша республика Бурятия. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы поздравляем всех вас с открытием отборочного тура Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов Сибири и Дальнего Востока в номинации «Традиции». И приглашаем всех наших гостей, всех вас, дорогие зрители, увидеть конкурсное выступление наших участников завтра, 15 апреля, на этой же сцене. Желаем всем конкурсантам удачи и вдохновения, уважаемому жюри содержательной и плодотворной работы, а всем зрителям и гостям незабываемых впечатлений и эмоций. Желаем вам крепкого здоровья, исполнения всех ваших добрых ожиданий, радости и приятных эмоций от пребывания на нашем фестивале.